Ой, блядь. Всех приветствую и добро пожаловать. Сегодня мы будем играть в игру Cursed Digicam. Это очередная игрушка-хоррорюшка от разработчика Chilias Art. Последнее время все прям обожают его хорроры. Не знаю, как вы, но мне нравится, потому что оно не пугает скримерами, а пугает атмосферой. Это новая игра, она вышла буквально вчера, 10 января, поэтому если вы первый раз на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, там мы не будем затягивать и начнем новую игру. Я надеюсь, будет все слышно, меня будет слышно. Я буду стараться говорить погромче. Орать, конечно же, тоже погромче буду стараться. Опа. А я сама научилась качаться на качелях. Хочешь, покажу? Ладненько. Тогда давай на перегонки, отсюда и до качелей. На старт. Внимание, марш. На днях моя дочь умерла в ближайшем парке. С тех пор я совсем не могу спать. Она измучивает меня снова и снова. Она все еще привязана к этому миру, и я должен ее освободить. Пусть ее больше и нет в живых. Методы освобождения усопших. После отчаянных поисков я наткнулся на один сайт. Ой. Что это? Они обещают освободить скитающихся духов. На сайте было указано сделать 15 фотографий призрака вашего близкого с помощью камеры, созданной медиумом, и загрузите их на сайт. После загрузки вы получите сообщение от духа. Все это звучит сомнительно, но у меня просто нет другого выбора. К счастью, приобрести специальную камеру, разработанную медиумом, было несложно. Что же нас там ждет, интересно? Пробел взять в руки камеру, левая кнопка мыши сфотографировать. Тап просмотреть фотографии, Е взаимодействие, левая клавиша Shift бежать. Мы тут будем от кого-то бегать. Мне это уже не нравится. А можно я не буду отражаться в зеркале, да? А можно я не буду бегать? А, это закрытая дверь. Так, пробел взять камеру в руки. А я могу все время быть с камерой или как? Сфотографировать. А эти фотографии бесконечны? Просмотреть фотографии. Так, удалим давай. Так, ну ладно, понятно. А чё? Надо ключ взять. What the fuck? Ты как там стоишь? Ё-моё. Ого, прикольно. Как она вообще там? Ой-ой-ой, не лагай. Папочка, извини, что побеспокоила. Когда ты будешь дома? Просто у меня что-то голова разболелась. Ты скоро вернешься? Ладно.
можно ввести этот номер телефона. Так, это походу была наша дочка. Она нам позвонила. Нам надо вернуться домой. А что мы здесь можем сделать? Ой. Что это? Рюкзачок. Дети, смотрите. Вы чё прям на дороге стоите? Прикольно. Это официальное объявление из начальной школы. Нам поступили сообщения о пропаже детей. Вечером на улице небезопасно. Пожалуйста, возвращайтесь домой пораньше. О. Интересно, а тут? А это что? Можно что-нибудь купить? Поесть? И сколько мы должны таких фотографий сделать здесь? Или это просто типа, чтобы что-то уловить, поймать? Ой, я не хотела фоткать. Интересно, у нас ограниченное количество фотографий? А может быть, она здесь вот стоит? А, нет. О! Прикольно. Ой, ё-моё, блин. Иди в жопу. Меня зовут Мицука. Я очень люблю своего папу. Вместе с ним мы часто гуляли в ближайшем парке. Но в последнее время папа очень занят, и мы больше не можем туда сходить. Когда же мы снова пойдем в парк вместе? Чё, теперь домой? А, 5 из 15, смотрите. Нам еще надо найти. О, кто? Что за Микки Маус какой-то японский? О, смотрите. Она прям там была внутри. Короче, скорее всего, там, где издаются звуки, там прячется она. Доченька, где ты? Where are you? Может, ты на другом мальчике села? Нет? Где же ты можешь быть?
Может, как-то обойти надо? О, смай... О, вот она. А, четыре один один семь. Что-то резко потемнело так. Капец, ты чё, с горки спускаться не умеешь? Что это такое? Я обожаю играть в парке с моим папой. Мне всегда было страшно забираться на высоту, поэтому я не могла кататься с горки. Но папа очень мне помогал, и вот, у меня все получается. Теперь я хочу научиться делать всякие трюки на брусьях. Правда, папа сейчас очень занят. Но я бы хотела, чтобы мы могли тренироваться вместе. О, кто это был? Мышка. Что это? О! Это головы. Девять шесть шесть один или 1996. Что это за цифра? О, 2468. Что это? Это номер телефона? Все панды отбрасывают такую тень. А, о, девочка из первого класса пропала. Вчера около 20:00. Я ж твой папа, что ты со мной делаешь-то? Почему ты меня пугаешь? Я-то тут при чем? Или
Может, это отец какой-то такой хреновый. Ну, давайте позвоним тогда. Блин, тут какой-то был же... 4117, кажется, там было. Давайте попробуем. Эта подсказка уже была использована. Да. Это подсказки? Два 1996 или 6991. Ну-ка. На качелях всегда веселее, когда кто-то тебя подталкивает. Это подсказки. Пипец. Все панды отбрасывают такую тень. Панды. Ты кто? Ты кто? Я тебя сфоткала, ты не исчезаешь. Ты что, настоящий? Ты кто? И он там еще стоит. Трудно забраться на гору, если нет места, куда можно поставить ногу. Так, на горе все-таки, что ли? Сердечко. О! 13. Этот до сих пор тут стоит. Может, вот эта панда? Тень, смотрите. Последняя осталась. Как будто с той стороны звук идет. О. Все, Все, домой. Отправиться домой, вы больше не сможете вернуться в парк. Да. Добро пожаловать в Центр освобождения духов. Нажмите ПК, чтобы выбрать фото. Пожалуйста, выберите фотографии духа вашего близкого внимания. Фото должно быть сделано в течение 13 дней после смерти. Ой. Так. Автовыбор. О, автовыбор есть. Загрузить.
Все. Она все еще здесь. Что ты мусор не выбрасываешь, блин? А, я, кстати, могу эту дверь открыть? А, да. О! Ё-моё. А сколько здесь надо сделать фоток? О! Ёлки-палки. Тараканы ходят. Пятьдесят два 61. Ну-ка. Мне сказали, в стиральной машине прятаться нельзя. Пипец. О. Она почему-то взрослая какая-то. Что там написано? Ага. А что не работает? Надо уловить этот. Жесть, чел. Опять возле туалета? О.
4209. Тут еще хорошо подсказки дают. Чего? Ой, ты кто? Чего? А куда? На балкон? Но мы не умираем. Мы начинаем все с тех же местах. Мне его поймать надо. Мне, походу, надо сбежать отсюда и одновременно его ловить. Точнее, не ловить, а останавливать. Блять. Застряла. Я не хочу отворачиваться. What the fuck, бля? Слушайте, в принципе, ничего сложного. Я не могу убрать камеру. Что ты сделал?
What? Это ты сделал со своей дочкой или кто, или что? Я не понимаю. Что происходит? Три, два, смотрите, цифры какие-то. Это просто, что ли, или что? Походу, это просто какие-то то ли ютуберы, то ли витуберы, непонятно, которые, наверное, снимали прохождение. Какие-то знаменитые, наверное. Так, камеру я не могу больше взять. А, это ее любимая игрушка. Ага. Пустой лист. Пустой лист. Опять надо фотки загрузить. О, боже. Ну вот тут только... Ладно. Обнаружено нарушение. Фото превышает 13-дневный лимит с момента смерти. Центр освобождения духов. Мицука. Эй, ты в порядке? Мицука. 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 Вот. Ну там. Разыскивается ребенок, имя Манами Кодан. В смысле? Мицука. Разыскивается Манами, а нашу дочь зовут Мицука.
должны найти ее труп у себя. Блядь. Папочка, извини, что побеспокоила. Когда ты придешь домой? Просто у меня что-то голова разболелась. Ты скоро вернешься? Ладно. Это Минами, получается? Это не Мицука. Мицука. Я не могу шевелиться. Алло. Мой папа. Манами Кодан была. Он убил ее. Зачем ты это сделал, дурак? Зачем ты убил невинного ребенка? Он, походу, сам себя сдал, наверное. Он понял, что он совершил преступление и сам себя сдал. Он, короче, шизанулся. Потому что, смотря на окружение его, ну, на вот этот беспорядок, на мусор, то, что вот происходит в его квартире, он, короче, сошел с ума. И чтобы свое горе как-то, не знаю. Ну а зачем убивать девочку? Я не понимаю вот этого. Я надеюсь, меня сейчас слышно. Музыка не перебивает меня. Понимаю. Ладно, можно ускорить. Все, полиция за нами приехала. Chilias Art, спасибо вам за эту игру. Я вас обожаю, моя хорошая. О. Это первая концовка. А он сбежал? А, нет, он не сбежал. Это что это было?
What the fuck? Жесть. Он, получается, покончил с собой? И вот это такая первая концовка. Незваный гость, парк. Ага. Только 3 главы. Комната Мицуки. Что за комната Мицуки? Просто типа можем зайти и поглядеть на на рисуночки. Малыш! Ладно, ребята, у меня будет такая концовка. Ну, конечно же, найдутся все равно люди, которые пройдут эту игру полностью. Но я, скорее всего, наверное, ее перепроходить не буду. Вот. Мы посмотрели на первую концовку. Наверное, там, как обычно, их 3, но я не знаю, как на них выйти. Я не знаю, что это надо, наверное, ловить всегда на себя вот этого мышонка и не фотографировать, может быть, его. Поначалу, когда вот мы фотографируем, это, наверное, нужно сделать обязательно. А потом, когда мы уже появляемся дома, там, скорее всего, наверное, не надо это все делать. Ну, имеется в виду фотографировать мышонка, чтобы он нас убил уже окончательно. Может быть, мы там сойдем с ума и покончим с собой, там, не знаю, дома, а не спрыгнем. В общем, я не знаю, там, наверное, скорее всего, исход один и тот же будет. Либо он в какой-то из концовок, может быть, обретет свой разум, примет все это и не будет ничего с собой делать, будет работать над собой, я не знаю. Ну, то, что вот он убил девочку, это вообще, я не знаю, это тут только один путь: сдаться полиции и сесть в тюрьму. Все. Тут, наверное, может быть, одна из концовок будет такая. Вот. Ну, такой вот у меня итог. Такой вот у меня конец. Все, всем спасибо. Всем, кто смотрел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, что не так, что может мне дополнить. Может быть, со звуком опять, может, какая-нибудь беда у меня. Вот. Так что всем спасибо. Увидимся уже в следующей серии хорроров. Всем пока-пока.